Пайрай, приветствую всех в прямом эфире. Всех с Рождеством Христовым. Кстати, заметьте, что Новый год, Рождество Христово на нашем языке астинском Новый год, Навак, Аз или Анс. А если Аз перевести, то это я, Ног, Аз, то есть новый я. Интересный момент. Думаю, связано это с обновлением, с Новым годом, да, и с праздником христианским Рождество Христово, да, как-то они взаимосвязаны по смыслу. Интересно получается. Сегодня лекция, продолжение темы «Я знаю Бога». Сегодня остановлюсь конкретно на молитве. Астинская молитва. Часто спрашивают меня, чем молиться, как молиться. Имеется в виду многие через воду, через астинское пиво, свечку и так далее. Ну, чем подробно сегодня остановлюсь. Это лично мои знания. Еще раз всех предупреждаю, никому не навязываю, никого не заставляю. Если кто-то не понимает, это не ваше, не для вас. Пусть это будет бредом, фантастикой и т.д. и т.п. Но это для ищущих знаний в нашей культуре, аланской традиции, обычаи. Те, кто ищет истину, для них будет интересно. То есть истина, правда, которая заложена в аланской духовно-религиозной культуре Ас-Дин. И чтобы ответить на вопрос, чем молиться, как молиться, отступив, сделаю опять предысторию с предыдущей прямого эфира первой части «Я вижу Бога», да, чтобы ответить, чтобы вы поняли, что такое в самом его глубоком значении, смысле, понимании молитва в истинном, не в мертвой форме, когда вы что-то говорите, выучиваете, да, зубрите и говорить там мертвыми словами, что называется, и не знаете. Ну, вроде вы говорите, Бог, к Богу обращаетесь, там слова выучиваете. У нас, как говорят, главное молиться сердцем, но все-таки, как я в предыдущем видеоролике говорил, во-первых, чтобы понять, нужно ответить на вопрос для самого себя, что такое Бог, да, вообще, Бог один. Ведь, ну, так все знают, да, что это такое, но представления так такового нету. Кто говорит, что это неисповедимое, кто, как мне вчера спорили под постом в комментариях, что это мощнейшая энергия. Это не я говорил, что сам человек есть Бог по своей сути. Вы поймете почему. Ну вот мне как один подписчик говорил, что ты из себя Бога возомнил. То есть мышление, понимаете, откуда ноги растут.
шаблонными мышлениями, что человек не может быть Богом, что это мощнейшая энергия, я ему задаю вопрос, покажи мне эту мощнейшую энергию, где она? Естественно, он не может ответить на вопрос, нервничает. А что ты нервничаешь, если сам не можешь? Если ты говоришь словом, это Бог, это ничего, мощнейшая энергия, это... Покажите, где он. Кто-то говорит, что это то, что есть везде, во всем, что это абсолют, что говорят, мы рабы Бога, мы и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, шаблонное, что называется. Но нам же для себя нужно понять, что это такое. То есть, это называется естествознание, естествовидение. Когда ты не слепо веришь в то, что тебе говорят, пишут, а понимаешь, видишь это представление, надо ж, да, чтобы ты понимал, для самого же себя. Иначе, ну, попугая научи, говорит, Бог один, он тоже будет говорить, Бог один, и все. Ну, не, что это такое, Бог один? Спроси любого человека, ну, это Всевышний. А что значит Всевышний? Как? Где это все выше, выше всего, а где что? То есть, да, можно так сказать, но все равно это как верить или не верить в это, в что-то Всевышнее. Но однако мы знаем, что за материальной гранью есть духовный тонкий мир, и там тоже могут разные явления быть, и тоже они, можно о них сказать, все, то есть высшие боги тоже есть, боги тоже, можно сказать, все вы. Что значит, ну, ясно, чтобы мы ясно видели, понимали. Понимаете, о чем я? И чтобы понять, нужно что-то с чем-то сравнить, с писаниями древними, такими как Веды, Ригведы, зороастризм, в принципе, экзотеризм, эзотерика, живая этика, агни-йога, то есть сравнить ее с культурой. Ну, в данном прямом эфире, так как я просвещаю нашу аланскую культуру, через нашу культуру, наше мировоззрение. А те писания, те, кто мне часто пишут, не надо смешивать, причем здесь смешивать? Надо, чтобы ответить на многие вопросы, чтобы сложилась общая картина, нужно что-то с чем-то сравнить. А как это других? Ибо в древнем мире цивилизаций одни и те же истины были в каждой, да, те цивилизации древнего мира, не просто свое представление. Так как мы вышли на технологический путь развития, отошли от природы, от естествознания, видения, для нас природа и то, что нас окружает, представляется в такой мертвой форме, как будто бы, ну, вот Солнце, планеты, просто какие-то материальные, ну, мы их не представляем как. И тем более мы по пути технократов идем в сторону искусственного пути развития биочеловека, в общем, роботизация. Так вот, чтобы ответить на вопрос, как я сказал, о молитве, что это такое, сначала, ну, к Богу, сначала нужно понять, что такое Бог. Да, без этого, куда это все идет, эти молитвы, мы не можем понимать. Ведь есть и такое понятие эгрегор.
то есть дух народа, дух, не просто дух, но информационное поле, и у каждого, даже человека, пристрастного к своим каким-то страстям, тоже спиртному, неважно чем, у него создается вот это информационное поле, ты становишься зависимым, одержимым своего же. То есть это твое порождение. Есть эгрегор народа, есть такое понятие, как карма. Что посеешь, что пожнешь. Великий закон справедливости. То есть там много аспектов, нюансов. То есть то, что человек сам отображает, создает. И во многом, когда он обращается, можете ли вы сказать, к Всевышнему, можете ли вы сказать, что то, что к вам приходит, это от Бога, а может это исходит из вашего высшего я, информационного поля или каких-то высших других сил, которые нас окружают, ангела или т.д. и т.п. То есть точно мы не можем ничего утверждать. А сказать это одним ли словом Бог, можно, но опять-таки похоже такое предвзятость. То есть мне не важно, что это такое, лишь бы оно пришло. Понимаете, о чем я? Так вот, я один раз когда-то задумался, тоже в поисках был. Вот у нас как бывает, когда мы говорим там, у нас своя религия, там у нас 3 пирога, мы имя Всевышнего по-своему произносим, Хуцау, там, Нартекачте и так далее, то часто человек, вот я с детства встречал на аллее, там ходят свидетели Иеговы, баптисты, и достают брошюру, начинают о каком-то, в общем, свою тему. То есть нарты это все сказки, там это все, это многобожие, язычество, там, то бишь нет там в нем, то есть это безбожие, то есть это поклонение кустикам, камням. Даже я не знаю, откуда это берут, но с чего они так взяли, но явно кто-то этот вирус распустил, это невежество, и распространилось оно. И человек искал на многие вопросы ответа. И вот я удивился на первом этапе своего поиска, то, что мы знаем, что наш язык относится к северо-восточной, аланской, северо-восточной подгруппе, иранской группе иранской ветви индоевропейских языков и является единственным сохранившимся реликтом скифо-сарматского языкового мира. То есть мы носители этого языка. К нам, нашему языку родственны по языку, подчеркиваю. Как последние данные говорят, если говорить по ДНК, по крови, то Г2, ланское, вот это Г2, оно распространено у наших соседей. В процентном соотношении больше там идут шапсуги, карачаево-черкесы, у грузин есть, у чеченцев есть, вот это Г. То есть они нам, а по языку, вот и носители языка, вот памирцы, афганцы, курды, езиды, в общем, ираноязычные. Но мы индоевропейцы. И у них вот Всевышний на их языке они называют вот у памирцев хуво или худо, и у таджиков тоже. У персов, допустим, хуршет. Я когда услышал, во-первых, я вопрос, почему на ху начинается, то есть что это? Оказывается, зороастризм, главный культ огня,
И я задумался, почему у нас везде говорят нарты, на арт, огонь тоже. Почему с огнем все связано? Солнце, в молитве мы поднимаем руки, обращаемся в сторону солнца, к свету. Когда человек умирает, мы говорим «рох сагват». То есть везде рох, солнце, все связано с энергией, огнем. Понимаете? И вот когда я услышал еще хуршет, я окончательно, на своем языке это звучит хорицут. В переводе это можно было перевести как проявление солнца. И у меня вопрос, Бог, Бог это что такое, да, как мы представляем это по мифологии, по Библии, и причем здесь явление солнца тут вообще причем. А дело в том, что, мы там должны, рабы все, вот, и с точки зрения ислама, Творца мы должны там, то есть, рабческое такое мышление, то есть мы рабы там всего. А тут солнце, да, в зороастризме все связано. А тут, оказывается, это обозначение самого Творца. В нартовском эпосе нет такого вообще, что мы рабы там должны то-то, то-то делать. Вот когда было у меня в жизни, когда один раз подбежал один парень, надо так-то делать, прими ислам, надо так-то, говорит, Аллах так сказал там. Я говорю, у нас на нашем языке Бога мы называем Хуцау. Он нам ничего, у нас нет такого, нам что-то говорит, чтобы мы делали. Другой момент, когда мы говорим о нартовском эпосе там, и многие я вот с детства слышал, со школьного возраста, те же свидетели Иеговы, баптисты, мол, да, нарты же возгордились, и их Бог уничтожил. На интерес гибель нартов почитайте, я почитал, где он их не любил, где он их уничтожил из-за того, что они возгордились, там такого не было. То есть сами люди сочиняют, мифы развеивают, очерняют, обедняют наш этнос, в общем, так далее. Вот из-за невежества. И человек в этом противоречии, поэтому начал искать правду в своих корнях, потому что на многие вопросы ни богословы, ничего, тебе только могут, мне отвечали, только Бог знает. Но удивительно, вот когда начал поиск в своих корнях, культуре, вот хуцау, но хорицут, на нашем языке бы звучало, вот у персов, как я сказал, хуршет, у нас хорицут. И это к тому говорю, где Бог, которому мы рабы и должны там, вот, чтобы религию принять, нужно креститься, в исламе что-то сказать. Я когда-то в мечеть ходил, уже арабский начал учить, правда, как я сказал, пытливый у меня ум, хотел я понять и часто в дискуссию ходил, находил на свои вопросы ответы. Мне говорили, только Бог знает. Я как-то, что-то мне это... Во-вторых, я себе сказал, почему я должен через арабский язык обращаться, если в молитве, вот, а не на своем языке. Что, у меня своего языка нету, что ли? Или у нас же по-своему стоя 3 пирога и вообще стоя. Почему я должен арабский язык на арабском? Вопрос. И вот с этого момента и с того момента все и началось. Так вот это Хоцау, то есть, причем здесь вот Бог из мифологии, Библии, библейской мифологии,
рабы которого, который нас создал из земли, из глины, ну как, и Хуцал, то есть сон, связанный с солнцем, которое ничего не, как бы, хотя в Кадагах там же сказано, что тоже говорится, что тоже о Боге говорится. Но дело в том, что как такового у нас Писания нету. Как сказать, у нас народно-устное предание, это совсем другое. Те же культы, что и в религиях других, тот же у нас это Агдал, традиция, обычай, возданджи надо, то есть этикет, менталитет, то есть народ не обделенный духовной нравственностью, порядком в обществе, этикет, менталитет, то есть все, что присуще человеку в понимании, то, что он от Бога, да. И дальше в своих поисках, вот что такое хуцал, да, мы говорим абсолют, вот термин, и путаем, как бы, и Творец это как бы абсолют везде, а тут не совсем все так. Оказывается, вот зараз, как я сказал, в зороастризме главный культ огня, вот и хуцал, все это связано с солнцем, огнем, и все сразу, там большинство невеж начинают там огонь, из огня Аллах сделал джинна, то бишь это плохо, то есть так они это говорят, как будто бы это, ну, неправильно или плохо, ну, а где это написано, что человека не может. То есть, понимаете, да, сами люди интерпретируют, как хотят. То есть, поклонничество это неправильно. А дело в том, что тут не поклонение тупо материальному огню. То есть, дело тут совсем не в этом культе. То есть, лишь потому, что для древнего мира, цивилизации, огонь был олицетворением Бога в физическом мире, его и проводник, чисто символический, дух. Понимаете, солнце, почему в сторону солнца? Сейчас вы поймете, это я приближаюсь к ответу на вопрос, что такое молитва, как молиться, чем молиться, и вы поймете, исходя из этого. Древние представляли солнце, что солнце и есть Бог в физическом материальном мире. И я сейчас подчеркну то, что исходя из научных последних данных, все вы знаете, квантовой механики, физики, то есть не из моих каких-то пустых фантазий, как многие думают, может так и думать. В общем-то, как это объяснить поэтически, романтически, да, чтобы было ясно. Вот когда человек с утра при пробуждении солнца, да, восход, и что он нам несет, да, радость, свет, да, природа пробуждается, дарит красоту, то есть какое ощущение бывает, да, и лучи солнца пронизывают все пространство, бытие. И в древности не было, да, телевизора. Их единственным телевизором, их зрелищем вот была вот то, что они видели. Солнце, природа. И они это в этом всем себя в едином видели, как часть одного единого целого. Вот как тела наши грубые, и им движет не материя, тонкая материя, то есть дух, энергия.
Дух Творца. Вот как я вначале сказал, вопрос задал подписчику, который мне говорит, спросил, что Бог это не человек, он не мой. Я его спросил, а где это, вот ты говоришь, высшая энергия, это Бог, а где она? Она не может быть не где-то вот там, где ты есть, и ты часть этой энергии. Как ты влияешь на окружающий мир, так и люди, окружающие нас, влияют на нас. И вообще среда. То есть это одно единое целое в пространстве. То есть человек, который сам не может ответить себе же на вопрос, что такое Бог, говорит безосновательно, что Бог это то, а такие люди, они шаблонным языком шаблонов говорят. То есть сами не вот где-то они почитали, а сами как это воспринять, понять, они не понимают. Понимаете, им это не просто начитались где-то что-то, исходя из этого, они вот такие поверхностные суждения делают, и сами же как роботы. И что я хочу, вот я сказал, что за телом есть дух наш, да, так и у Солнца. Это у Солнца есть физическая его оболочка, но за ним есть его духовное, то есть это есть Творец. Мы его видим как Солнце, ну шар, но его лучи, про него дух, это и есть дух Творца в физическом материальном мире. Отсюда и наше древнее самоназвание аланского народа нарты. То есть это духовно-религиозное понятие, обозначающее арт, огонь. В предыдущем прямом эфире я говорил, у нас везде эти, во всех терминологиях огонь, говорится об огне, арт, и везде он, можно сказать, заключен, то есть несущая в себе по смыслу вечно духовной истины, как символ Иисус, то есть дух. Прежде всего это обозначает дух Творца, то есть нарты, отсюда и нарты, то есть артайском, вот у нас счет идет, еду арта, еду арт, артайском, то есть понимаете, еду ты, он есть его огонь, артайском. Отсюда и арии, аланы, арии, асси, там, вот у нас переводят вас дин, ас дин, истинно, благая весть, но это одна из смыслов этого термина, то есть арта, да, это есть дух, это обозначение духа Творца, то есть тебе говорится истина через термины, через культуру, что в тебе есть дух. Вот как я говорил, что Иисус что символизирует? Дух богочеловек, дух воплоти. У нас говорят, арий это благорожденный, богоподобный, или воздан, или ахдаугенлак, там, если сказать Иисус и ахдаугенлак это одно и то же. По Кадагу Всевышний сотворил, то первопредком Астим был Саласса, сотворенный из огня, то есть духа. Крест символизирует православный вот этот крест, который, между прочим, у нас его отобрали, этот символизм. У нас он не в трех пирогах, мы когда крест-накрест разрезаем, языческий крест. А я вам скажу, в чем суть, почему так случилось. Крест символизирует вертикально пересекая горизонтальную, это дух воплоти, богочеловек. То есть дух в материи, это же эволюция. Вот Адам во множественном числе на нашем языке, люди, Адам,
Бог сослал на грешную землю Адама из рая, да, из духовного мира, мир душ. Обратно почитать Адам, мада, мат мы говорим, мат, земля, материя. То есть в этом слове можно расшифровать, то есть знание, что дух в материи. Возьмем солярный символ буддийский, он символизирует 5 первоэлементов, главный из которых огонь. Опять-таки обозначает огонь, это дух Творца, первоэлемент. И свастика так и называется савастика. И где наш первопредок Пакадагу, Савасса, заметьте, одно и то же название. То есть к чему это все говорю? Вся вот эта терминология, асы, нарт, Иисус, Ахдаугенлак, йога тоже туда причислите. Тоже свои асаны делает, тоже заметьте, асаны. Культуру нашу возьмите, вот, медленные движения, солярный символ, крест, при вдохе-выдохе движение. Все говорит о том, что в нас вот эти знания, то есть воздан, ездон, ахдаугин, там смысл, аллегория, одно и то же, суть одна и та же. То есть обозначение, что в нас есть дух в материи, что мы от Творца. Но здесь нужно одно заметить. Опять вернусь, вот почему Солнце связано. Вот наш Бог, мы говорим Хуцау, и все арии по языку родственные, вот зороастрийцы вот связывают именно с Солнцем. Как я сказал, это есть... То есть вы должны понять, что не именно Солнце, а вы это должны представить, что вы есть часть этого единого целого, нарты, отсюда и нарты, как я, частицы одного целого. Это что означает? Нет тут рабов какого-то Бога, это наше мировоззрение, нет рабов, которым мы должны что-то делать. Рабческого нету там. То есть за это, если ты не будешь что-то делать, тебя... То есть мы творцы этого, мы. Но поскольку мы разделены на множество я, разделились, а разделил нас кто? Ум. Как говорится, ум лукавый вводит от истины, но чтобы почетче ответить на вопрос, нужно, вот я о Боге сказал, что такое абсолют термин. Это не есть Творец. У древних абсолют обозначали совершеннейшим символом, это круг, или звуком О. Вот хоровые, да, песни О, когда делают. Ну, мы забыли-то просто это как хоровые песни О и все. Есть также мантры Ом, Аум. А что это такое? Вот в индуизме, в буддизме это мантра. И О, вот этот звук О, он и символизирует это звук, вибрация, от которой возникло все мироздание. То есть круг, вот абсолют это обозначали древние кругом, но это не Творец. Не путай, ну, это как в Писаниях. Вот из древних Писаний Елена Петровна составила труды «Тайная доктрина Блаватской», 2 тома, «Антропогенезис», «Космогенезис». Там она описывает древнейшие символы от начала сотворения мира в эволюции, как тонкая духовная материя приобретала грубую материальную форму. То есть уже где логика, что если кто-то думает, что мы рабы Бога, я почетче отвечу далее, а пока, что мы рабы Бога, то бишь, что значит рабы Бога?
Если мы возникли все от одного, из себя же сами возникли, и с эволюцией на множество планет там, и я, то как мы можем сказать, представить? Ну, когда вот по библейской мифологии говорят, то для человека, который первый раз слышит Бог, там, он думает, ну, представление, воображение такое бывает, что где-то на облаке какой-то старец, старик, и он что-то делает там. И многие так и представляют. То есть, пока ты не познал и не понял, что на самом деле. И ты так и думаешь, что ты чей-то раб на самом какого-то образа, да, шаблона. Пока ты... А проблема этих богословов, я тоже скажу, что они преподносят вообще искаженно и неправильно. Вообще, ну, и представляете, они на это же учатся, проповедовать там, ну, это вообще, они должны объяснять, ну, чтобы человек понимал, рабы кого. Ведь то, о чем я говорю, если Бог есть все, и ты часть этого единого, чей, где? Вот ты, вот твой мир, вот ты, нет посредников. Кто тебе должен сказать, что ты раб? Где здесь? Кого-нибудь видите, чтобы я раба кого-то был? Кроме самого себя. В Евангелии везде что? Одно во всем, все в одном. Ты есть я есть. Аз есть. То есть, понимаете? Так вот, абсолют, вот древнейшее описывается в тайной доктрине Блаватской, древнейшая символика от начала сотворения мира. Идет круг, обозначающий абсолют. Потом в центре круга точка. Вот точка уже и обозначали древние Творца. Но нюанс один. Вот это то, что порождено из абсолюта, оно порождено умом. А ум есть иллюзия. Мангдуне предки говорили. Это что означает? Значит, сам Бог, вот эта точка есть иллюзия. Понимаете? И из этой точки, как говорится, из тьмы возник свет, все цвета и ее оттенки. То есть, несмотря на то, что это... То есть, еще мы можем ответить на вопрос абсолют. Многие думают, что это как бы идеал. Но это если был абсолют, мы бы тоже были абсолютны. Или зачем мы тогда из него сделались? Да, если абсолют был, зачем несовершенство? Понимаете? И что такое совершенство? Что такое добро и зло? В понимании, в бесконечном пространстве и времени. Разве не это созданные нами шаблоны? То есть из хаоса, из вечности мы создали сами себя, вот мы проявились, миропорядок устроился так, устроили, создали такой миропорядок, законы. То есть то, что мы говорим, мы рабы Бога, это поскольку мы часть одного единого целого, мы отделились, мы, чтобы указать, что мы часть этого единого, на самом деле, да, не брав во внимание, что да, мы разделились, и это эго, у каждого свое эго, карма и причины следственные связи и т.д. и т.п. Мы в целом, мы есть Творец. Но тогда надо богословам на это указывать, что мы, просто когда они говорят, что мы рабы Бога, то понимается многим,
И еще они преподносят так, как будто мы из пыли сделаны, ну, как бы в таком унизительном, как будто в нас мы не есть творцы. Ты что, как это? Какой ты человек простой? Ты какой ты Бог? Бога-человек это только Иисус. Но мы сами создаем эти идеалы, сами отделили от себя. Вот каждый из себя, часть себя отделил и создал идеальный образ, и создал шаблон и назвал это Бога. Я лишь могу на это сказать то, что ответить, то, что просто это нужно было сделать для того, чтобы сказать, что мы в целом и есть Бог. Но почему это богословы, допустим, не говорят? Почему именно говорят, мы рабы Бога? Ты. Вот то, о чем я рассказал, да, вот как древние представляли, ну, Творец, что такое. У них даже Бога не было такого. Когда религию создали, то есть, когда религию создали, загвоздка, знаете, в чем? Хитроманевренное сплетение. В том, что у нас это было в естественном виде, в культуре. То есть, вот Иисус, да, то, что символ нес в себе, Бога-человека, на нашем языке воздан или ардаугенлак. У нас не было никаких шаблонов. У нас это в культуре вот просто к человеку так, ну, воздан, ардаугенлак, там, носитель истины, как Иисус, духовно-нравственный. То есть у нас не было таких, как пророк. У нас просто это было вот в естественном виде, форме. Крест, символика, это у нас всегда была, и 3 пирога, это же языческий крест. То есть у нас даже загвоздка в том, что непонимание, хитросплетение. Нам не надо было определения, у нас шаблонов не было. Но это и было однобожие, понимаете? А кто-то взял, отнял этот символ и когда-то взял тот же языческий крест, что и символизировал творение Творца, то, о чем я вам говорил, единое, целое. То есть в естественном его форме, виде, кто-то возомнил себя, решил религию Бога или не знаю что, взял, удлинил крест и получился крест православный, таким, каким мы его знали. Создали из Иисуса один образ истины, шаблон, да, как будто бы только он Бога-человек, все, идеал, идеальный образ, да, как будто только людям начали, а нам, вот к вопросу то, что религия не мешает традициям и обычаям. А зачем надо было тогда отнимать вот это естествознание, естествовидение? Это и называлось естествознание. Когда ты не веришь слепо, а видишь устройство мироздания, знаешь. Они отнял у нас то, что у нас было, изменил его, и нам же его уверяют. А нас как ассоциируемся мы с кем? С чем? С этими безбожниками, кустикам поклоняются, камням. То есть понимаете, что произошло когда-то? То есть отняли у нас естествознание, естествовидение, то, что у нас просто вот мы это предки видели. Они Творца, это все, у них не было шаблонных там, Бог, этот. Они были частью этого мира, они мироустройство понимали, у них был порядок, у них был Агдау. И какой смысл там в этом всем заложен? Даже языка, наверное, еще более древние расы цивилизации, у них вообще не такой человеческий язык был, у них вообще по-другому все. Они просто это, естествознание, естествовидение. Где-то кто-то когда-то запустил этот проект, у нас эту силу отняли, знания, понимание по факту, по всем фактам.
И нас теперь воспринимают нашу культуру, и когда мы говорим о традиции, язычники, многобожие, А на самом деле кто создал шаблоны эти? Тот, кто нас хотел покорить, сделать рабами какого-то бога, придуманного бога. И вы представляете, с тех самых пор, сколько времени прошло, и целые, вы себе представляете там, что богословами стать, это же всю жизнь надо посвятить там каким-то людям, чтобы они вот это несли. Я лишь могу сделать выводы, что они были жертвой этой идеологии. У нас совсем другое мировоззрение. Может, вам это от меня сейчас открывается. И никто мне не вправе не сказать, что Фред, ты что, даже ученый там, а кто сказал, что может ко мне Бог ближе? То есть насчет квантовой механики, физики, те, кто смотрел документальный фильм, вот все, что мы во внешнем истинно заключаем, во внешнем мире, ученые же нам не договаривают и не будут. Официально то, что люди не это там. А то, сами знаете, находки находят более древние, чем Homo sapiens, там, Кроманьонс, там, сами инопланетян находят, жители Паракаса и т.д. На самом деле это расы, цивилизации, это все было. В тайной доктрине Блаватской, антропогенезис, космогенезис, почитайте, это все описано. Как был сначала гермафродит, раздвоение пола, женский пол, там очень все сложно, существа разные, там. И это далеко не люди. Сначала мы имели тонкие тела, потом шло. Вот 7, говорят же, 7 чакр, 7 тонких тел. Вот так мы эволюционировали. И мы в себе заключаем все эти вот тела, а вот это наше грубое тело. В общем, там очень все сложно. Вот этот процесс. Но истина в том, что я говорю сейчас в прошлой, в прошлом времени, а истина в том, что времени в беспредельности пространства нету вообще, это мы определяем. Вот я это сказал, были расы, цивилизации, вот эволюционировали, а на самом деле это вот сейчас это проявление, как это сказать. То есть, понимаете, кто-то вот шаблоны, что правит миром, вот эти шаблоны, валюту придумали, технократы там, то ли сами слепые не понимают, или понимают, но не договаривается все. И вот, что я насчет квантовой механики, немного запутался сам уже. Вот то, что мы видим во внешнем, то, что ощущаем, да, в мире, можем ощутить там материю. Нам кажется, как будто это во внешнем, да. Но квантовая физика что говорит? На самом деле, вот то, что во внешнем, оно проецируется в сетчатку. И на самом деле внутри мозга вот проходит через задний, и там в виде экрана маленького. Не понимаете, что это обозначает? Что вот то, что я вижу, это вот в объективе, это я и есть. То есть все, что ты видишь, обман, иллюзия, не просто говори предки Мангдуни. То есть то, что ты, это нами порождено. Понимаете? И мы рабы. Вот те, кто говорят, мы рабы Бога. Вот они нас сделали рабами, тогда как, вот материи, представление такое.
как маги и колдуны, тогда как буддизм как говорит. Не будьте пристрастны к материи, не привязывайтесь. А почему? В том-то и дело, что по квантовой физике все, что мы видим, это мы и есть, мы творцы. То есть мы над материей. Мы думаем, что материя для нас, и кто-то, Бог нам его создал, какой-то Бог, чьи мы рабы. А все совсем наоборот. Вот этот экран мы и есть. То есть ты есть я есть ты. А вокруг нас ничего вообще нету. Это и есть абсолют, вечное беспредельное пространство. Понимаете, где обман здесь заложен? И это даже тяжело представить, и даже если тяжело, ну, это не говорит о том, что вот этот мир иллюзия, значит, это неправильно, это все не надо. Не, это все надо лишь потому, что постоянно есть человек от этой истины уходит, и даже если он приходит к истине, то какой интерес? Нет смысла в пустоте пространства, где нет времени. А чтобы интерес был какой-то, смысл, нужно вот то, что есть, да, то, что порождено умом, есть иллюзия. В нем есть смысл. И он есть, вот этот материальный нами созданный мир держится на законах порядка. И мы его сами создали. На самом деле нет добра и зла. Не было бы зла, не было бы добра, не было бы. Вообще ничего бы не было. Но мы сами это все, понимаете? Еще, понимаете, то, как я сейчас вам преподношу, и тот, кто вам говорит какой-то супер там статусный богослов там, что мы рабы там, чьи рабы. Это мы творцы, мы. Он бы тогда, они бы должны были так объяснить, вот как я объясняю. То есть на самом деле вот это есть мир, который мы создали, разделились на множество я, и в этом есть смысл. И мы ничего, причем здесь раб? Тогда надо сказать, мы вот это создали, вот этот мир иллюзорный, и мы, как бы он, в нем есть смысл, и мы как бы, ну, в нем живем, такой конь есть. Ну, почему именно раб? И при чем здесь Господь? То есть это назвали Господом. Вот этот иллюзорный нами созданный мир назвали Богом одним. И назвали, что мы его рабы. Понимаете, насколько искаженно они преподносят истину? И это не говорит о том, что вот все традиции, традиционалисты, которые говорят об этом, что, ну, вот когда, ну давайте это касается молитвы, насчет, я скажу далее, просто чтобы вы уяснили, что как наше мировоззрение, да, вот истинное в своем понимании, что такое абсолют, творец, то есть ты конкретно понимаешь уже, и никто тебе не может между тобой встать, сказать, делай так, ты раб этого, того-то, того-то. Да кто ты такой? Раб чего? Кого раб? Что за Бог? И ты сам не можешь, ну, раб что? Ну, раб, я сказал, раб. Ну, понимаете теперь? Разница. То есть, да, я могу сказать, допустим, я раб того, что я сам создал. Но зачем я должен говорить раб? И зачем я это должен назвать Богом? Может, в древности они это назвали Богом, как бы всемогущий. Но понимаете, дело в чем загвоздка, хитроманевренное сплетение. Потому что у людей, вот то, что я рассказал, у них же нет такого восприятия, там, абсолют пространства, времени. Потому что, ну, им представляется же старик на небе, а тут тебе
Ведь правильно говорят, что микрокосм, человек, то, что сверху, то и внизу, микрокосм. Но есть недоговорка постоянно какая-то. И в этом тоже смысл, чтобы люди искали, но это слепая, ну, вера непонятная. И большинство людей это им не интересно. Что все делают, и как самозащита, они то и повторяют. То есть такие люди. Но вот то, что называется пробуждением своего я, осознанием, озарением, вот это то, что я вам сейчас говорю. И то, что даже я знаю вот это, дело в том, вот эту истину, дело в том, что ум так устроенный, что мы постоянно вот от этой сути уходим, потому что мы в быту живем, вот такой мир, какой создали, мы в этом интересе живем, каждая своя карма, в общем, смысл, ну, в быту и уводит нас от сути, что мы, вот то, что мы творцы, мы, ну, как бы из абсолюта, не у всех же такое, кто будет об этом, тот, кто это постоянно на уме у него есть, он более самоосознанный, понимаете? И буддизм этому же и учит, что не привязывайтесь к материальным страстям, к материи, то есть это проклятие. Чем богат человек, это есть проклятие. То есть ты можешь своих вот этих пристрастий, то есть вот отсюда можно еще сделать вывод, что такое мантры, молитвы, традиции, обычаи, культы. Они просто все ведут к этой истине. Потому что человек же подвержен материальным страстям. И он от этой сути вводит, и он в этом негативе находится постоянно. Люди же постоянно из-за каких-то бытовых, они в быт уходят. Такое свойство у нас духа. И чтобы от этого отойти, отвязаться, вот эти мантры, да, что молитвы, то есть абстрагироваться от негатива, брать, сконцентрировать мысль на чем-то одном, как в буддизме. Или можете это через творчество. Главное, чтобы понимание было. Через спорт, через... Вот это и есть. Просто вам нужно понять вот эту, что мы все вместе. А, еще понять, что на самом деле мы едины. Ну, поскольку это сказать легко, но поскольку мы разделились на множество я, мы постоянно вот как бы воспринимаем друг друга как раздельными, да, конфликтуем туда-сюда, и нам надо постоянно вот это понимание. А это понимание, сейчас вам другая истина откроется, приходит через главную истину, это любовь, варзун, джинат. Вот Иисус, символ, образ Иисуса же нес этот варзун джинат. То есть возлюби ближнего как самого себя, или как говорил Коста, весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенное Отечество мое. Вот представляете, вот то, что я рассказал, вот в этой цитате его, вот весь этот смысл тоже заложен. Я не знаю, насколько сам Коста это понимал, может, у него это понимание было, но вот в его цитате вот это все же тоже по-разному понимают, интерпретируют. Опять, не все же думают, что весь мир мой храм, это и говорит о том, что ты есть микрокосм, ты есть любовь, вселенная, Отечество мое, то есть это есть, ну, как мы говорим, Отец, ну, отделяем от себя, но мы есть часть этого, мы есть Творец. Ну, такой смысл. Опять-таки же все от человека, от его понимания. Да. Так вот, Варзон Джинат, ключ, еще один ключ к пониманию истины. Что такое Бог Абсолют? В естественном виде. Ученые создали коллайдеры, сталкивают частицы, чтобы уявить бозон Хиггс, частицу Бога. А эта частица появляется в виде
рождения ребенка в естественном виде. Мать и отец это и есть коллайдер, вот и все. Но они же так это преподносят, как будто они первооткрыватели, эти ученые. Как будто они Бога открывают. Бог их сам, они сами же глазами Бога смотрят, сами же себя исследуют. То есть Бог и так давно все в естественном виде, форме, понимаете? Какие коллайд, туда столько денег. А семья без любви не может создаться. В ней и в этом истина, что неправильно говорят, Бог есть Варзон Джина. То есть одно из главных. Без любви что может быть? Оно не может быть истинное. Варзон Джина. Так вот, вот возьмем буддизм, да? Что там крутят, вертят эти барабаны, мантры читают. Я как-то одного монаха слушал, он рассказывал. На самом деле там никакого смысла нету. Это то, о чем я говорил. Суть там не в них смысл. А дело в том, что, вот как я сказал, человек подвержен постоянно материальным страстям. И со временем, вот как один монах сказал, что до какого-то периода, 30-летнего возраста Иисуса Христа, человек вот сформировывается, а дальше уже если что-то захочет изменить, ну, тяжело, тяжко. И сердце каменеет, и среди этого негатива всего, да, человек становится вот. А дети, они же более только появились на свет из духовного, тонкого мира. У них все сказочное, волшебное, вот как новогодняя ночь. Я замечу, что когда родители делают, это не для детей больше надо. Ну, это и само собой, но это больше для взрослых надо. Исходя из того, что я вам говорю. Сердце взрослого, оно со временем теряет это. И веру теряет на среде этого негатива, да. Поэтому спиваются там само и так далее. И вот просто монахи берут мантры, крутят две практики какие-то. Ну, там еще есть практики, которые связаны с тем, вот, когда человек умирает или послесмертный опыт, чтобы ему встретить это, ну, более легче ему было, потому что он жил бытовой жизнью, а тут опять сталкивается с тонким духовным миром, своими иллюзиями этими, чтобы он понимал просто для самого же человека. Так вот, это все делается для того, чтобы сердце не окаменело, как сказать, от этого негатива и не привязывалось вот к всем материям, страстям или концентрировалась на абсолюте, то есть свой ум абстрагировала, да, постоянно свойство, как я сказал, ум, он же это есть иллюзия, он лукавый, как бы от сути уводит. А нирвана, вот я запомнил, буддийский монах говорил, что такое нирвана достичь. Вот когда человек, вот те, кто чувствует, было чувство любви, да, неописуемое. Просто человек жил простой бытовой жизнью, тут встречает тут половину, ну, сначала он так, потом что-то с ним начинает происходить, паника какая-то, что-то не то, да, что-то тянет, и начинается, воля бывает, да, воля, и вдохновение, порой чувство, да, слеза, какие-то неописуемые. Заметьте в этом тоже в миниатюре акт сотворения мира. Вот три пирога это тоже триединство, как и у христиан триединство и сотворение, а в миниатюре акт сотворения. Вот семья, создание семьи это же акт сотворения мира в миниатюре. Вот вам и ответ. Просто проследите, как вы от начала, вот как вы увидели вторую половину до создания семьи и вообще.
Вот так и был мир сотворен, только не в прямом понимании, как люди, а чувства. Уявите, вот те чувства, которые вы испытывали, приблизительно так и мы из себя сотворились все с одной, проявились, так сказать, сотворились с такими, вот эти чувства, вот из которых мы сегодня сплетены, как мы воспринимаем этот мир, ощущения. Вот эти все чувства, они вот так мы из себя вот так и произошли. Можете это назвать, да, эволюцией. То есть, и когда человек вот с этими чувствами, вдохновением, он начинает, как у вас это было, не знаю, было или нет, но это неописуемое, и человек видел в объекте своей любви все мироздание, то есть все концентрировалось на одном человеке, как будто клин, свет, клин на этом одном человеке, он ее образ везде видит там, прошлое, как будто все сошлось на этом человеке. А это что за тайна происходит в этот момент? Вот это и есть, раз вы видите в объекте своей любви себя же самого, в ее глазах там, вы растворяетесь в нем. То есть материально это не видно как бы, грубое, но душа всеобъемлющий дух. То есть в этот момент это и называется раствориться в нирване. К вам эта истина приходит. Но это и может создать семья, может и безответной любови. Тогда, как бывает, люди, вот вам и тоже тайна одна открывается, кто испытал безответную варзу джинада, начинают там страдать. Это дело в том, что исходя из, как я говорил, могла семья быть и тоже создаться там, а может и интерес пропасть, да, и уже неинтересно. То есть это познание абсолюта, то есть вы, вот как мир создался, да, из ничего возникло, вот так и, как я сказал, семья, ребенок, все, и вы уже это прошли, уже неинтересно. То есть, а если это заканчивается безответной любовью, то это не говорит о том, что плохо мне, мне, что вы пустые остались. Просто это недосказанность, тайна, вот вас ведет вперед, как, опять это продолжение, как бы делает смысл идти дальше. Хотя не все это понимают, многие там самоубийство спиваются, но это не это. То есть это тайна, она, так сказать, в этом и смысл. А если бы все было уже неинтересно. А бывает так, что добиваются, когда им да, говоришь, уже неинтересно. Интерес пропал, а у девушки разбитое сердце. Поэтому это эго тоже. То есть это я к чему все рассказал? То, что монах рассказывал буддийский. То, что там монахи, вот что вот эта нирвана, она не всем открывается, и как оно может, вот это состояние. То есть они проходят практики долгие, школы какие-то и то. А в быту просто в естественном виде вам открывается этот, понимаете, абсолют. То есть вы это не понимаете как абсолют, вот эти терминологии. На самом деле вы растворяетесь в этот момент в абсолюте. Как я сказал, все это может пройти, ум же лукавый и мир иллюзорный. И вы опять в быту, опять живете как будто и
То есть и по квантовой физике, то есть то, что нам они открыли, это в простом, естественной форме, это есть в жизни, эти истины. А они преподносят, и многие из вас думают так, что они образованные, они... Но это тоже должно быть такой другой подход, альтернативный. Но многие думают, что они нам открыли что-то. На самом деле это все знания, все это, вот то, что я вам рассказал, мировоззрение наше, аланское, стинское, и это больше всего от человека зависит, а не от какого-то, как вы поняли, даже исповедующие ту или иную религию, сами же идолопоклонники. То есть я вам говорю о естествознании, о Боге конкретно, что это такое. То есть, зная об этом, то, что ты часть этого, и ты единого целого, это и есть Бог в целом, если взять. Разница лишь в том, что принимая другую религию, тебе говорят, что ты раб, что ты и там посредники какие-то, что ты раб чего-то, для тебя тайна это все, что-то тебе надо сделать, где-то Бога ищут, где-то там, где не, в общем, где он, что он, как. И где то, что я вам вот сейчас говорю, вот все. Просто разница, вот наша аланская, да, культура, вот, а что тогда такое традиции, обычаи? Это знание просто о том, как устроен мир. Вот этот языческий крест, тот же крест православия, ну, они удлинили это. Просто там это все знания, связанные с циклами годовыми, там, как устроено 12 созвездий зодиака. Мы что можем сказать? Вот это касается и молитвы, да, мы можем мертвыми словами обращаться, говорить там, а точно ли мы уверены, что мы просим, нам это нужно? И может ли кто-то сказать и вообще думает ли, когда обращается, что с пониманием того, что это ему надо для духовного роста? Может, он чисто тип, который вот его чисто быт интересует там, и он что-то просто говорит, как и все, да, мертвыми буквами, ему просто деньги нужны. Как такие говорят, фитбелизай не зайна багавайка на боку, береги нас от бед, несчастий. И это он с водкой обращается. Может, а где логика? Может, тебе нужны беды эти? Ты же сам раб своих вот того, что ты пьешь водку, кто тебе что должен? Это ты, твои болезни. Ты раб этих болезней, кто тебе их должен убрать? Логика. Болезни для того и приходят чего-то, когда тебе их вот именно самому надо пройти. Иначе ты раб их. Кто, ну, понимаете, они не понимают, что это такое Бог. Что, они думают, что где-то что-то они сказали. Немного тоже от вопроса. То есть три пирога, вот, символизм. Просто это вот традиция, обычай, знание. А вот как я сказал, 12 созвездий. Вот смотрите, что мы насчет молитвы. Я немного запутался. Бывает такое. Молитва. Мы не знаем, да, вот как я сказал, человек сам иногда не понимает то, что, чего он хочет. И надо ли ему это вообще, и для чего, и как. Но что мы знаем, вот, что на нас влияет, да? Как я сказал, свои же порождения, свое же на нас влияет. То есть, если мы пристрастны к алкоголю, естественно, к нам те же болезни идут, ну,
человек думает, о, я Богу, у Бога прошу, а это... Вот в этом-то и дело, что ты сам есть творец своего. Из чего ты взял, что такое Бог, поэтому нужно правильно понимать, что это такое. То есть они думают, что если какое-то к тебе что-то приходит, то это от Бога. Но опять-таки за этим может стоять какие силы? Твое же порождение, твои же информационное поле, созданное тобой, карма, причины, следственные связи. Кто на нас влияет? Мы влияем на окружение, на окружающую среду и остальные. Тот, кто с нами живет, да, события, окружающие соседи, народ, потом глобальные силы, объединительные какие-то на основе каких-то идеологий. Вот сегодня война идет где-то, там борьба межполитическая. Помимо того, что у нас своя карма, карма народа, карма России, еще там, в общем-то, и мы еще и взять планетарные, природные катаклизмы, планеты на нас влияют. Вот кто знает китайскую медицину, когда пульс меряют, там специалист, и по пульсу, в общем, там по рождению, там по числу, по дате и числу рождения, ну год там, в общем, связывает его с зодиак, с 12 созвездием зодиак, то есть том планеты, и они точно так же планеты влияют на организм человека и в целом на нашу цивилизацию. То есть древние это все знали, поэтому у них вот этот календарь тоже был, там годовые циклы, Баракбанта, вот. Ну и привязки тоже были со временем, кто-то что-то придумывал или что, но основа именно вот исходит от знания, как устроен мир, влияние там планет, 12 созвездий, в общем. То есть о чем это все говорит? Естествознание. То есть вот эти все молитвы, все вот то, что там Бог религиозный, здесь, ну, взять любую. В принципе, это от нас взяли, это наши женой искаженные, да, ну, как бы, как будто это что-то отдельное там, и мы просто, ну, молимся Богу. А на самом деле, вот наша традиция бичи, ас один, ас диадав, это и есть. Вот все знание, мироздание. Но здесь сегодня еще и нужно прибавить то, что сегодня актуально, да. Это вам представляете, насколько втройне сложно, чтобы исходить от тех знаний, вот, что наша культура, мировоззрение преподносит, что такое абсолют, творец, традиция обычаи, исходя из сегодняшней ситуации в мире, вот как его ведут свою политику, технократы, мы же так или иначе основная масса идет как бы в ногу со временем, там, то, что они скажут, они как бы зависимые люди. И мы хоть не хочешь, выбора нет, идем по этим стопам и теряем вот то, что... А то, что я говорю, вот эта тема, это что-то, в общем, древний каменный век. Но это основа, это образ будущего. Если так взять, первооснова это знание, то, что, о чем, то есть вот эти знания, все это, короче, что, чем сегодня правят тех, кого вы называете масоны, ну, те, кто сверху, или глобалисты.
которые создали эту пирамидальную систему, новый мировой порядок, то есть на основе этого понимания, знаний. Вы же не понимаете, а поскольку эта идеология, рабчество, там, идти по пути технократов, то ли они сами не понимают, то ли заблуждены, или кто-то понимает опять-таки же, а кто-то, большинство идут в сторону туда, куда сами не понимают. И нет у них образа будущего, идеологии, что потерянный хаос. С другой стороны, эти демократический фашизм, если кто смотрел, как они говорят, мы создали хаос, но он контролируем, ну, видимый хаос, но он контролируемый. Возможно, эти масоны, они же наследники древней алхимии, розенкрейцер, эти. То есть у них вот то, что восточные каббалы, вот эти символы Творца у нас и на трех пирогах, ну, то есть на основе знаний, за эти знания же, кого знания, тот и правит миром. В общем-то, вот это я к чему говорю, вот это влияние. Исходить надо вот из этого понимания, естествознания, естествоведения, во-первых, то, что происходит сегодня в мире актуально, то есть все надо глобально охватить это и уже так вести свой образ жизни. Ну, поскольку тема молитвы, столько к ней долго шел, что вы поняли, что такое молитва. Потому что, как я заметил, почему я вначале упомянул многих традиционалистов, которые путают наши наше мировоззрение. Вроде бы они говорят, традиционалисты, у нас своя религия, но когда смотришь, как молитва там, и они себя выдают, себя сами, вот когда произносят «Хуцал-то хусал, фехушненкен, помоги нам». Ты понимаешь, что опять искажение, опять на самом деле тоже идолопоклонничество искаженное, что и те, кто отнял у нас вот это естествознание, понимаете? То есть они оправдывают, вот, хитро маневр я вам объяснил, как случился. Все, что у нас естествознание, единобожие, как мы это воспринимали, отняли в один образ это, ну, так сказать, в один образ сделали, как бы один вот это назвали, Бог один, и о нас, как будто мы многобожники, безбожники, кустиком. И многие традиционалисты это в оправдание тоже говорит начинают. Нас тоже стурим нахуцал. Что значит штурим? Надо ж... И они себя сами выдают в итоге. Опять из одного искажения в другое искажение. И так и отсюда вы эти споры какие-то, традиции там, надо знать. Я говорю о том, вот, что несут в себе наши знания, какие истины, первоистины. Все остальное, я не говорю, что вот кто-то мне начал, ты себя возомнил Богом, это вы себя возомнили. Вот те, кто говорит, возомнил себя Богом. Потому что вы сами шаблоны создали, исказили естествознание ну, одного единого целого. Создали шаблон, еще его навязчиво хотите, чтобы эти мертвыми буквами я был раб этих шаблонов. То есть тут идет о истинном смысле, что такое Всевышний, если одним словом вы называете Бог, Царь, то есть это естествознание. У нас таких даже
Это просто, чтобы это как-то обозначить, вот это естествознание, мы можем назвать, хоть мы говорим хоцау, хотя для многих первые слушают это, просто единственное, то, как можно, вот почему хоцау, да, возникает именно хорицу, то с солнцем связано, потому что это единственный такой подходящий объект, как солнце, всеобъемлющее, то, что нам дает, как, ну, как в Библии, Отче наш, Отец наш дарит нам теплоту, дарит нам то свет, солнце. Поэтому его Хуцау, понимаете, назвали. Но опять-таки, где какой-то, ну, по мифологии бог, которого мы рабы, ты думаешь, какой-то старик там сидит. А где Хуцау? То есть это есть все, вот свет, солнце и все, природа, все, что нас окружает, это есть. И ему не нужны никакие шаблоны. Но поскольку, как я сказал, от этой истины человек понимания уходит, сделали такой шаблон из слова и слова Хуцау или Бог. Но опять-таки же их, как они преподносят, то, что я вам рассказываю, разница. Ты не раб, ты должен сначала понять, чей ты раб, и можешь ли ты, тебе тогда это не надо будет говорить, что я раб материи. Зачем мне? Я это воспринимаю, как будто я раб чей-то. То есть, понимаете, кто-то мне взял и придумал мне, понимание мне не дает, у меня отобрал мое естествознание, придумал, ну, создал шаблон и мне говорит, ты раб. То бишь, как я, то бишь свое мне навязывает. И вот так и многие традиционалисты, понимаете? И отсюда во все невежество и непонимание. Отобрали естествознание, может, не в прямом смысле отобрали, а было потеряно. Как и когда, это ж такая история там. Где-то это появилось, создалось, политика, все, и мы это утеряли, как будто у нас этого и не было, мы ассоциируемся с дикарями этими. И где-то Бога, человек, Иисуса у нас, а тут, оказывается, смотришь, люди не бескультурные, не безбожные. Если бы были, мы бы дикарями какими-то были или еще какими-то безнравственными. Это у всех есть. Никто не скажет, что по статистике религиозные больше меньше грешат или убийства, или еще пьют меньше. Нету точно такой же чревоугодие. Просто кто-то решил, что он лучше создал этот, он лучше, и все должны. Просто вот по-простому. И вот многие традиционалисты уже на этом сразу прокалываются. И когда я им говорю, вот, что вот все традиции, которые, ну, как бы они думают, что я всезнающий, а на самом деле не знаю свои традиции, обычаи. Именно вот по календарю Баракбанта, все вот эти, я сразу скажу, конечно, я не вот компетентен, вот все, потому что мне надо было просто понять в своей жизни, когда через многие противоречия, чтобы понять, что такое Бог, абсолют, что говорят, что мне говорят, почему говорят, что гордыня. Мне это важно было понять. Природу человека двоякую, что такое добро, зло. Вот о чем религии несут. То есть то, что и призваны вот эти знания, вот и к чему ведут, к этой, вот самое главное, вот это я понял, истину. И все традиции, обычаи, они к этой истине и должны вести. А многие вот это нюансы потеряли, вот эти истину именно. Warzone Джинад, например, в культуре мы потеряли вот это понятие. Зато он отображен в Иисусе Христе, где-то шаблон этот. Поэтому многие наши больше, вот, тем более этот образ, как оплатил своей жизнью,
то есть отдал свою жизнь во благо, ну, кровью, и принимают вот именно православие, христианство, потому что утеряли мы естествознание, вот это варзун джинат в своей культуре. Но это не за то, что у нас его нету, за то, что мы потеряли. И восприняли то, что у нас отняли, и нам же его, как будто это истина, а у нас этого нету. От человека зависит. И вот такие нюансы, вот, допустим, многие традиционалисты, поэтому их знания, когда они начинают, большинство начинают как-то себя вести, там, ты не знаешь, ты ноль, безосновательно это пишут, не спросив человека, не сделав уважения сначала, не посмотрев мои прямые эфиры, что я хочу донести, поняв, они начинают, ну, раз там написано в озаглавии, что я знаю Бога, они сразу это воспринимают, что я, ну, предрассудки, понимаете, человек в душе уже негатив несет. А он возомнил себя Бога, я столько знаю, а он кто такой? Вот это и есть отсутствие человека варзун, ну, понимания нет, варзунджи надо, то есть нравственности нету. То есть нормальный человек, во-первых, то есть у него ни ника, ничего, он представится, да, как у нас. Если ты за традицией, обычай говоришь, да, дахеба ямуну. Если ты представься, если чего-то не понимаешь, спроси, чего, если не понимаешь, куда ты передергиваешь, как детский сад начинаешь там. Это уже, ну, нервничаешь, показываешь свою, ты уже не можешь никакой истины. Вот как ты себя ведешь, это твое, вот, это и есть истина твоя. А это отсутствие варзун джинат, понимания, то есть уважения. Кто тебя будет слушать, если ты сам себя не уважаешь? Вот как недавно я вам в пример привел, там один религиовед у нас тоже, традиционалист, там супер. И сделал уважение, как бы хотел пригласить в свою группу, душу свою излил, поделился своими трудами, как бы. Вот бывает же, говорят свое, слушают только себя, и никого не хотят слушать. И не вставишь слово, вот такие бывают старики там. А я всегда нужно альтернативное мнение, что как с разных точек надо тоже, конечно. Если то, что ты говоришь, не понимают другие, то что это, зачем это надо, и кому ты что хочешь навязать, если... И вот я сделал уважение, целый там аудиосообщение, пригласить группу. Просто говорю, как ценитель наших традиций, обычаев, Рохсхасек, носитель света нашей молодежи. Мамин оханединик кортадан. Я дам послушал тебя внимательно, да, твои проблемы меня от чего касаются. Я в шоке был вообще. Его весь его вот это труды, религия, что он несет, это сразу противно стало. И ну я еще аудиосообщение отправил, говорю, какая проблема? Какие проблемы? Никаких проблем нету. Мы ценители своих традиций, обычаев, вот нашего духа, люди, понимающие, думающие о настоящем, будущем, о молоде, о народе, поднимаем темы, обсуждаем. Приятно было, чтобы ты с нами был тоже как часть. Маня Чебалный Финстан, что он написал? Что это такое? Это о чем говорит? Вот его все знания, зачем ему нужны? Что они дают? Вот поэтому эта цитата «Любовь к ближнему». Если ты никого не что-то несешь, а для чего? Зачем это надо? Смысл, суть. Тебя это несчастливым, что это такое?
Можете вопросы задавать. Я почти уже, может, сейчас зарядка уже закончится. Но вот кто-то спросит, тема же была, как молиться, чем молиться. Ну, исходя из этого, какой вывод можно сделать? Если чисто вас интересует вопрос вот именно водой, там, огнем, то есть свечкой, и ром богостинское пиво. Вот исходя из этого, можно сделать вывод, ну, может, вы не поняли, не можете его сделать. Я вам говорю то, что все, что вы символически вот чем обращаетесь, будь то водой, чем это все вы и есть. Вот. Если огнем, это есть, в вас этот дух есть огонь. Водой вас вы из воды, то есть элементы, понимаете? То есть не они вам что-то как-то что-то, это просто чисто символически, как если вы оторвали от своего духа, от самого себя, от своей сущности, от огонь, да, если свечку сказать. Просто представьте, что вы, вот как я сказал, хорицут, хуцау, хуршет, проявление солнца. Вот сон, как бы, с молитвой через свечку, это как если вы просто от себя оторвали дух в виде огня, символически проявили его в материальный мир. И рядом с вами тоже люди, они это как бы символически показали. То есть это обозначение духа, что вы сами есть творцы. Вода точно так же, сами знаете, вбирает в себя информацию. То есть, понимаете, это просто проводники, как бы, как сказать проводники. То, что вы сами говорите, то, что, ну, в истинном своем понимании, как вы поняли, как вы ведете свой образ жизни, это есть молитва. Так и вот ваше настоящее буду. Вот меня многие спрашивают, что нас ждет после смерти. Вот какой вы есть, то, чего вы достигли. Включая ваши прошлые жизни, там, опыты. Вот это ваш багаж. Вот когда говорят дар от Бога, это не от Бога, это ваши накопления. Вы наработали трудом своим, вы такой, вы. В этом и смысл. Кто тебе что должен, вот так ты сказал, да, в чем тогда смысл? Смысла бы не было. И вот опять-таки многие прокалываются, когда молятся и говорят, дай, хуцаунин ратта, дай нам Бог. Вот где слово дай, это все уже, это не наше. Ну, если вы говорите, тогда нужно понимать, ну, как-то же надо это понимать, что мы сами творцы. Как-то надо правильно доносить тогда, я не знаю, подберите какие-то формулировки, слова. Но никто ничего не дает, сам человек есть творец, и все мы вместе творцы этого мира в целом. То есть есть тоже, можно сказать, вот Бог, да, вот я сказал, ты есть Творец, ты есть Бог, и мне говорят, человек не есть Бог. Потому что кто, скажете, что ну, люди же, мы же тоже зависим. Но когда человек умирает, да, его дух, он же сам собой, опять-таки, его накопление, его все, что он, ему они в виде каких-то образов, это он есть отдельный, можно Бог сказать. Можно вместе нас объединить, все мы от одного начала произошли. То есть из себя. Не надо отделять одного начала, опять кто-то думает, кто-то что-то нас... Нет.
Ну, можно так сказать, чтобы указать, что кто-то что-то это мы есть. Но опять-таки понимание же разное будет. Нужно понимать, что мы вместе, вот если назад из себя самих появились и все. Сформировались такими, какие мы есть. И никто ничей, не раб, ничего. Мы сами вот так разделились на множество, создали, можно сказать, эту игру, чтобы в нем смысл был. Нет, по сути, время тоже мы поставили, формулируем, ну, добро и зло, и вот по этим шаблонам все живут. Но преподносят так, как будто бы это не мы в целом, а какой-то Бог, и над нами кто-то стоит, и он должен указывать, что нам делать простому человеку. Потому что он возомнил себя. То есть образ жизни, как он мыслит, в смысле начинается преступление. Вот молитва это отхождение от негатива, ты там встал и как медитация. Но ты же постоянно, мы постоянно находимся в потоке информации, полей, эгрегоров там. И постоянно нужно вот это понимать, абстрагироваться, творчеством заниматься, спортом. И по сути вся просто жизнь человека, как он мыслит, ведет себя, на что он способен, это и есть его молитва. В истинном. Он есть храм, живой храм. Земля у нас тоже живой храм, а не из камней. Все храмы, которые мы создали из камней, они ведут нас к этой истине, что ты сам есть храм. Мы к себе самому приходим, к своему я. Все дороги ведут к самому себе. Потому что вот это я, куда мы к Богу приходим, мы к себе приходим. Потому что это есть все, а ты есть часть этого. К себе приходим. Вот истина. Ты есть храм живой. Важно воспринимать мир такой, какое естество знания. Вот он. И здесь быть возданным, ну как ты несешь, а не самообманом заниматься. Тебе создали шаблоны там, и ты думаешь, что именно когда ты в храм через камней заходишь, там Бог. Постоянно где-то его там, но не где ты, или вот здесь. Или кто-то думает, что от него, ну, от этого единого логика вообще даже и представить невозможно. Как от самого себя куда-то уйти, в храм даже, да, насколько искажают. Вот же это, все Бог есть. Куда идти? А людям так внушили, что что-то надо, куда-то, да. Ты раб кого-то, но не понимание, вот. Но исходя из того, что есть сегодня происходит, как бы, исходя из того, что я сказал, образ жизни есть молитва. Я ввел новшество, это 2-3 раза в день тренировки. Суть тоже актуально, актуально. Тоже, как и любой, главное понимание, что это тебе дает, абстрагироваться от негатива или сконцентрироваться на чем-то. Вот точно так же и другие ритуалы, культы. У мусульман намаз, у других другие. А один, это можно, да, тренировки 2-3 раза в день. Это и актуально сегодня. Чисто в бытовом тоже плане, да, здоровый, осознанный образ жизни. Вот и есть молитва.
Можете через свечку, можете себе, вот как у меня на стене есть, вот как этот тряси, у меня еще на доске есть этот символ. И иногда я свечкой просто огонь разжигаю, как бы. Но это опять-таки же, если тебе это, ты сам себе это делаешь. Ну, как я сказал, не думайте, что вам они что-то несут. Так, я все, может, я что-то пропустил. Ну, мне так тоже вроде бы рассказать хочется и поделиться знаниями, но тоже сложно, когда без вопросов, что более складно, то у меня бывает порой слишком от тему ухожу, потому что много, очень сложная тема на самом деле, и много нюансов сопряжено с одним вопросом. Это не просто, как вы поняли. Поэтому я иногда и запутываюсь. Ну, это что передать. Ну, я закончил. Может, ты вспомнишь что-то еще, что хотел добавить. Ну, если вопросы есть по теме, задавайте их. Просто большинство, они просто поверхностно, ну, спрашивают, думают, как у нас делать. Ну, как у нас молитвы эти, вы и так знаете, видели, на мероприятиях были. А я тот человек, который вам вообще о сути все молитвы, вообще о сути всех этих ритуалах, традиций, что они несут в себе, какую истину. Вот об этом я. Я не настолько компетентен, вот именно как должно быть последовательно, там что-то, нюансы какие-то, но зная вот истину, мне это не особо как бы какие-то нюансы, но они должны быть, потому что, ну, как наша традиция быть честь, они должны, да, знания вот эти все нести, потому что, по крайней мере, они просто альтернативные, да, в отличие искажения, по крайней мере, свое, они именно должны делать так, как по предписанию у них это, да, в других религиях. А уже от самого человека зависит, как он это придет к истине, вот то, о чем я говорю. Но я именно об этой истине и говорю. А это же главное. Это главное, когда ты понимаешь, для чего все это. Не... А большинство это понимают, и из-за этого большинство культов каких-то, они всех этих механизмов воздействия, они не понимают. И когда тему копнешь, когда они начинают уходить от нее там или слабость показывает. Вот наши так делали, а почему делали? У каждого там кома тоже по-своему делали. А у нас так делали, у нас. А зачем? Если ты точно не знаешь, почему тогда у нас водка появилась на столах? Значит, мы не понимаем, что сами делаем, да? Причем здесь хуцао, то, что я объяснил, и водка, или вот. Значит, мы не понимаем, что сами. Для чего эти ритуалы, и что мы. То есть надо понимать, вот я об этом и говорю, об естествознании, естествовидении.
что они в себе несут, какой смысл и знание. Когда человек это понимает, для него это все вот эти культы, все эти ну, он не воспринимает как что-то таинственное, что-то там, там, как будто он на самом деле ничего не это. То есть он сам управляет этим инструментом, понимаете? И не раб никакой материи. Если ему надо будет, он применит. И если он делает традиции, обычаи, он чисто символически это делает с другими, что и другие это понимают. Вот даже насчет, да, молитвы, вот многие там начинают говорить, что сегодня у нас такое экономическое положение, в общем, проблем много. А кто сказал, что это проблема с точки зрения наших религий или связанные с религией или обращением, молитвами? Может, так оно должно быть? С чего кто-то взял, что это бедственное положение? Может, вы ошибаетесь в своих иллюзиях сами, а Богом, наоборот, это, ну, как по, если искажать Бога в одни, хотя я рассказал достаточно, что это есть вы, творцы этого. Исходя из этого, вы же сами это создали, эти проблемы. Ну, это не вы там, война, это, ну, это есть вот глобальные силы, которые влияют, а вы ничего не делаете. Но чтобы что-то было, вы имели это влияние, вы же сами что-то должны были делать, создавать, с пониманием того, что вы сами творцы. Но это понимание было отнято, потеряно, и мы шли в ногу, как говорится, со временем, цивилизация, современный мир, пряник, кнут, боготворение этого Ленина, тогда как он, кто разделяя власть, и кто это? Тогда какого Бога что просить? Вот я к этому все иду, веду, говорю об этом, что, понимаете, какой самообман идет? На нас делают, а что хотят, то идеи, свои творческие идеи, силы эти. Если у нас бедственное в нашем понимании положение, то есть же Бог, который надежда, вера. А кто это все, откуда идет? У них-то все хорошо там, как бы материально. А у кого нет, у того что есть? Вера, надежда на то, что Бог обогатит. Опять-таки, у кого какое счастье, да? У кого-то деньги-то. Но не в деньгах же счастье, говорят. Мангдуния, иллюзорный мир. Тому из одного идолопоклонничества в другое. То есть все это отражение. Тех, кого мы виним, власть, это все. Те, кто стремится к богатству, вот и там те, кто тоже как вы стремитесь. И
Как правило, когда что-то появляется, богатый бедного не поймет. У него все есть, а бедный каждую мелочь считает. И что вы с него хотите, если вы тоже такой, вы же этого хотите, богатство тоже, вас тоже пустить тоже. То есть воспитание семьи, мироведение, как воспитывать, то есть это наше же отражение. Имеется в виду большинство, массы, все взять. Так, все на сегодня. Хватит. Надеюсь, вы поняли. Хотя бы повод дал поразмышлять над вопросами теми или иными. Но, надеюсь, не знаю, сознание человека очень сложное. И одно дело, я это понимаю, то насчет, как это другие воспринимают, я не знаю на самом-то деле. К этому же я сколько, это тоже понимание. И то, как я сказал, игра слова опять от сути уводит, бытовуха. Но это очень важная тема была в лекции, чтобы вот сегодня же большинство политологов там и других говорят, что нет идеологии, образа будущего там. Потому что у пути технократического какое может быть? Все ограниченное. Там. Нас вот чисто быть. А вы представляете то мировоззрение, какое было древнее, то, что я писал, как воспринимали тогда. Они это в живом свете все воспринимали, все пропитано духовным сущностями, царством, природными. Все живое, совсем другая картина открывается человеку, реалистическое естествознание. А это так устроили, что как будто нет, куда мир катится, то есть, то бишь, уничтожение, когда ты понимаешь, какое мировоззрение на самом деле, ты понимаешь, в чем смысл. Появляется сразу смысл. И во всем плохом, всем, что тебя окружается, во всем есть смысл, задумка. Поэтому вот есть еще, что бы я добавил, люди, которые в кавычках просветители, которые обобщают, идеализируют, говорят о пришествии Спасителя. Вот таких тоже сторонитесь, тоже, которые сами ничего не хотят изменять, смысла уже не видят. Большинство из них наркоманы, то есть себе не видят, да. Все прекрасное на самом деле здесь, насколько они вот и везде ищут виноватых там, себя не изменяют, ждут какого-то спасителя, чего-то. У них в сердце постоянно негатив. Хмыри, в общем. Какой спаситель тебя спасет, ты хмырь? Дай, отсюда дай, что тебе должен кто дать? Все равно, что
зашел в спортзал и тренеру дай, 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 он тебе программу дал, ты ему все дай, дай, дай. Что он тебе дать должен? У тебя есть тренажер, иди занимайся, фигуру там, потрудись и воспримешь это во всем его как ощути, что такое физическая форма. Если как тебе, кто что должен дать. Здесь то же самое. Неадекват какой-то. И вот не слушайте Спасителя. Здравомыслящие люди, понимаешь, они и так предсказать могут в ближайшее время. Если мы вот так будем дальше думать, вот как сейчас идет, конечно, так, что кроме плохого ничего не жди. И вот шанс, руки, ноги есть все, по крайней мере. Понимаю, много быть. Но если сознание изменится, мировоззрение, вот то, о чем я говорю, совсем по-другому человек на мир посмотрит. Не с не глазами раба материи и ситуации, как жертва, а хищник, глазами хищника. Ты сам, это твое. Мало ли чего там, беды или еще что. Ты делай там, пусть весь мир рухнет. Ты что? От того, что ты этот негатив, ничего не изменится все равно. И даже если ты ничего не... Иди просто вперед и все. Ну, вот есть просто люди, которые ноют, негатив постоянно. Придет Спаситель, кто-то там числа считает, там тайны какие-то. Warzone G надо, вот к чему стремиться, вот счастье где. А дальше все как вот. Как получится, так и получится. Я это начинаю, да, и насколько вот это важная тема, потому что если бы, допустим, я это не познал, сам бы себе на свои вопросы не ответил, тогда бы так и думаю, к вопросу религия не мешает традициям, обычаям. Тогда бы сейчас до сих пор, ну, язычники, да, мы язычники, мы там. А тут не то, что мы никакие не, да, наоборот, все совсем. Все совсем наоборот. Наоборот. И вы представляете, целая армия, да, вот, конфессия, они так и думают, что они... А мы там, наша культура, вот, когда даже слово скажешь, я традиционалист, все, это многобожник, кустикам, камням поклоняется. Это к вопросу о том, что мешает ли религия традициям обычаям. Хоть вот так скажи любому, вот, те, кто исповедует, сразу Вастерджи неправильно, это неправильно, то неправильно. Вот если бы я это не понял, я бы не сказал сегодня сам себе, мне важно самому себе ответить, не кому-то. Кому-то я отвечу, если мне начнут навязывать, я ему скажу, ты мне тут не посредники, но мне указывать, что мне, как Бог, еще от имени Бога говорить, что мне делать. То есть, сами же многобожники. Просто я сам для себя, вот я вам просто говорю, ну, на слуху, сам для себя понял, что наша культура и вообще традиции именно это самое, что ни на есть, естествознание, если его вот одним словом как-то обозначить, хотя не передать,
можно сказать, это однобожие или хуцал, но это не то. И это вот те же они. Я сам же могу сказать, что они, вот я человека послушаю, и он здесь в слове себе выдаст, что я раб кого-то, чего-то, все, я сразу пойму, что это и сам же и язычник, это, идолопоклонник, которого свой Бог, короче. Это знаете еще, когда проявляется. Вот все же знают, что я о культуре своей говорю, что у нас один Бог там, Хуцал Москован, там, и мне заходят там внезапно комментарий пишет, Фред, прими истинный, и начинают своего, наш Бог там своим именем называть. А с чего ты взял, что раз я своего Бог называю Хуцал, он значит не этот, неправильный. Что, твой Бог, значит, получается лучше, если ты говоришь, ну, знаешь, что я о Боге говорю, а ты мне предлагаешь своего Бога по-своему называть, да, и это истина. И ты хочешь сказать, что я не имею права говорить на своем языке, называть Бога на своем хуцау, значит, он получается не истинный. Вот и прокалываются. То есть сами же идолопоклонники. Как ты можешь мне навязывать своего Бога, если ты слышишь, знаешь, что я об одном Боге говорю? Вот вам и факт. Но они же слепые, не хотят видеть. Вот это есть мертвые, шаблонные идолопоклонничество. И культы тоже. И предвзятость к другим писаниям. У нас истина, у вас нет. Я всегда нашим говорю, да при чем здесь я не против какой-либо религии, это дело каждого, выбор. Ну, мы об одной сути говорим. Но дело в том, что кто за этим стоял, стоит, для чего и как, политика и т.д. и т.п. Кому мешали наши традиции и обычаи, логика где? Если там есть, это и есть религия, зачем что-то другое принимать? Не знаю. Галакина и Надини, еще Дин. Ну, Галакин, да, значит, это говорит о том, что мы потеряли. Но это самообман. Я не раз об этом говорил. Неужели кто-то думает, что Бог именно тогда появляется, когда мы принимаем какую-то религию? А? Вот три пирога, такой же символизм, как я вначале говорил. Это не такой же, не... Он Троицу, тот же крест, крест-накрест, тот же символизм, имя Всевышнего произносим. Это что такое? Но там водку ставят. Это что получается? Мы ценим Бога именно православного, то есть там, где в православии Он, а Бога не ценим. Это о чем говорит? Что в наших традициях, где три пирога, где мы имя Всевышнего Отца, а там Бога нет? Или именно он в православии? Вот вам и ответ. Мешает ли религия традиции? Да при чем здесь это? В корне вот так вот все это естествознание в естественном виде мировидения отобрали или утеряли в один образ, ну, по факту в один образ. Вот вам и от нас взяли то, что у нас и так было, переиначили, переделали, где и как в истории, кто знает что, политика. И нам же опять это пришло переделанное через один образ, один шаблон. Если бы многие понимали, что если бы они не были идолопоклонниками, вот
они бы Бога видели и в традициях, обычаях 3 пирога, но они там водку ставят. Вот где идолопоклонничество. В церковь же нельзя водку занести, естественно. Как ты что? Это кощунство Бога. А где 3 пирога, там вообще никто не обращает внимания. С Турнихас напали на одну девушку, который там один парень стендап задел за наш святой 3 пирога, они начали там вплоть до позорного шествия. Вопрос, а когда 3 пирога ставят у нас водку, это что, не очернение, сквернение? Ну, по вашей же религии, вот как вы Бога воспринимаете в православии, это разве не осквернение Бога около 3 пирогов? Тот же символика. Конечно, нет. Самообман, слепые. Понимает, да, что, как, где тут хитросплетение происходит? Ладно, уже зарядка закончилась. Вопрос есть, знаете, где везде, Телеграм-то это, пишите голосовой, как, что, дискутировать кто-то хочет, непонятно что-то, всегда, главное, чтобы адекватный, то приходит, как, ну, конкретно вот, начинают без, вот как, вести себя как фош, с неуважением там. В общем, со своей грязью заходят, ищут там что-то негативное. В общем, интересно что-то. Пишите, дискутируем, поделимся. Катарита Растфандактауто с праздниками всех вас. Все они несут свет, добро, главное, чтобы Новый год, вот все там. Главное, чтобы их нормально воспринимали. Вот как новогодняя ночь. Кто-то говорит, это не наше. Да, у нас Артхур, он свои баракбанта, но насколько Новый год, да, все сопряжено. Вот, какими-то мы елку приносим, новогодняя ночь без этого аромата, как так. Какие-то другие вот, ну вот как бывает, да, этого самим взрослым не хватает. То есть такой добрый, вот как говорят, на эту ночь спускается Святой Дух. То есть он несет, сами люди создают, да, такие вот сказочные волчи, как он есть, вот сами люди. И это очень хороший такой праздник, 1 раз в год. Больше это взрослым нужно, детям, само собой, ну, тому те, кто рад, это не наши, они не понимают, что в чем суть. И они уже негатив несут в сердце, поэтому с Новым годом вас, с Рождеством Христовым, как у нас говорят, Новоганс или Ногаз, Новый Я. То есть главное, чтобы этот праздник прошел без чревоугодия, без питья, и тогда вы обновитесь по-новому. Так что Растфандактауто.